Как известно, в результате протестных акций, прошедших с 9 по 11 января текущего года, изрядно пострадал комплекс правительственных зданий. В частности, в администрации президента Абхазии были выбиты окна, двери, испорчен инвентарь и техника. В соответствии с учетной политикой аппарата Кабинета министров, в ведомстве на постоянной основе действует комиссия по поступлению и выбытию активов, которая в данном случае проводила подсчет нанесенного ущерба. Именно этой комиссией было установлено, что на ремонтные работы, приобретение необходимой мебели и оргтехники необходимо порядка 5,5 миллионов рублей. Почему мы расходуем на это средства? Потому что каждое ведомство планирует свои расходы. Значит, в 2019 году каждое ведомство планировало свои расходы на 2020 год. В бюджетах ведомств никто таких средств не закладывал. Это реально тяжело. Да? Никто же не мог прогнозировать, что понадобится такое количество, понадобится такой ремонт. Да? Но поэтому было принято решение о расходовании средств из резерва правительства. Значит, резерв правительства по расходованию средств решения принимаются коллегиально. Все члены правительства голосуют за решение о расходовании средств. Естественно, они должны видеть и знать всю структуру расходов. Поэтому у нас все подробно в приложениях к этому акту расписано. Как указано в смете расходов, большая часть средств будет потрачена на реставрацию дверей в зданиях правительственного комплекса, а именно 3 миллиона 356 тысяч рублей. Реставрацию дверей будет осуществлять сам завод-изготовитель в Сочи. На ремонт оконных конструкций будет выделено 112 тысяч рублей. Остальная часть средств уйдет на ремонтные услуги в кабинетах, изготовление металлических решеток и приобретение необходимого инвентаря. Кроме того, на 1 миллион рублей будет закуплена компьютерная техника. Посчитать ущерб, есть такие очень важные нюансы, о которых я считаю необходимым сказать. Компьютер, купленный 10 лет назад и пострадавший, допустим, такой модели больше нет. Да? Его и отремонтировать тяжело, потому что таких запчастей на него вы не найдете. Он сам по себе морально уже устаревший. Есть определенные требования к такого рода технике. Те же мониторы жидкокристаллические, допустим, им уже по 10 и 11 лет, которые пострадали. Конкурс проводится для того, чтобы, во-первых, цена уменьшилась, люди, субъекты друг с другом конкурировали. Победит в нем тот, кто предложит наименьшую из цен. Все это делается у нас постоянно действующая комиссия. В данную смету также вошли расходы на ремонт помещений, реставрацию дверей и закуп мебели на первом этаже Кабинета министров. Все было поломано, внутри мебель, то, что есть, то, что было на первом этаже, вы посмотрели везде. Новые купили с резервного фонда и все восстановлено. Сейчас везде работает. Двери, они приехали, мастера посмотрели, где трещины, они заберут обратно, реставрацию сделают и привезут обратно. Представители политической партии Амцахара считают, что сумма, выделенная на компенсацию имущественного ущерба в зданиях правительственного комплекса, завышена. Было озвучено в начале сумма в 300 тысяч ущерб. Потом в Фейсбуке, смотрю, появляется сумма в 5,5 миллионов, там 5,600, что ли, точно не помню, но в районе 5,5 миллионов. Это что за такой ущерб? Где 300 тысяч, где 5,5. Потом там две расписаны, что на что это выделяется. Это что за двери такие? У кого-то купили, где это втридорого продается, или там отмывание денег идет, сразу такое подозрение возникает, что вот под шумок списывают деньги или что? Почему цифры, озвученные сразу после событий 9-11 января, значительно отличаются от итоговой сметы, прокомментировал Давид Сангулия. С первых дней наше общество интересовалось о сумме ущерба, который был нанесен. На тот момент никто не мог ответить точную сумму ущерба. И, может быть, до сих пор не во всех организациях точно могут этот ущерб оценить. Значит, мы, все, кто называли какие-либо цифры, они говорили на тот момент, какие были уже известны расходы. Тем, кто обращался, им объясняли, что, допустим, что касается дверей в комплексе правительственных зданий, их устанавливала в свое время очень давно одна компания, обратились в эту компанию, они прислали своих специалистов, оценили ущерб, все, что можно было отреставрировать, они реставрируют, все, что нужно заменить, необходимо, просто нельзя реставрировать, они, естественно, реставрируют. В комплексе правительственных зданий уже частично проведены реставрационные работы, заменены окна. В наиболее пострадавших кабинетах уложены новые полы, закуплена мебель. Все работы должны быть завершены до президентских выборов. Контроль за исполнением всех работ возложен на Минфин и аппарат Кабинета министров.
Аля Катрапша, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.